Здравствуйте! Продолжается программа «По существу». Продолжаем и мы подводить итоги кинофестиваля «Победили вместе». 10-й фестиваль, около 100 делегаций, 15 стран-участников. За эти дни в нашей студии побывали уже гости из разных государств, бывших республик Союза. И сегодня встречи с вами ждут представители Беларуси и Абхазии. Мы будем говорить о мире, войне, о памяти и искусстве. И начать этот разговор я хотела бы словами одного из почетных участников фестиваля, одного из руководителей телеканала РЕН-ТВ Игоря Прокопенко. Многие из вас знают его по 15-летнему проекту «Военная тайна». Вчера он приехал к нам в город на фестиваль. Он привез фильм, в котором речь идет о фальсификации событий Второй мировой войны. После него он ответил на вопросы зрителей. Патриотизм, Родина. Сегодня эти слова звучат для нас немного по-новому, поэтому об этом говорили много. Свой вопрос задал и мой коллега Сергей Илларионов. Когда Родина в опасности, а что для нас Родина? Для нас Родина — это наши близкие, это наши дети, это наши родственники. Вот когда мы все оказываемся в опасности, вот тогда патриотизм, выясняется, что патриотизм — это такая насущная необходимость, очень важно. К сожалению, последние события на Украине, вот они показали то, что патриотизм — это такая вещь очень востребованная в нужные времена. Патриотизм может быть абстрактным и конкретным. Для каждого из них есть свое время. Это сказал Игорь Прокопенко уже позже в разговоре со зрителями. Вот и сейчас для нас, крымчан, и для жителей Украины, причем и западной, и восточной, пришло время конкретного патриотизма. Только не нужно путать его с псевдопатриотизмом и тем более с национализмом. А вот как их отличить, об этом я хочу спросить гостя нашей студии, гостя фестиваля «Победили вместе» Давида Авицба. Здравствуйте, Давид. Добрый день. Вот, Давид, вы абхазец, приехали на фестиваль из Сухума. У Абхазии свой опыт государственности, он больнее и горче того пути, по которому идем мы, крымчане. Вот как лично вы видите происходящее у нас и на Украине? Ну, на самом деле для жителей Абхазии эта тема совершенно не является безразличной, потому что когда сам проходишь через определенный исторический опыт, ты понимаешь, что насколько это важно и как это может отразиться на гражданском населении. Конечно же, у нас был свой опыт гражданской нашей войны. Война началась в 1992 году летом, и фактически на мирный город было выдвинуто огромное количество тяжелой техники и вертолетов. Официальная версия властей Грузии была охрана железной дороги. Ну, хотя, как говорится, железной дороге ничего не угрожало, но тем не менее в первый же день авиация Грузии начала обстреливать пляжи, где отдыхали российские туристы. И были убиты и ранены. То есть совершенно не связанные версии охраны железной дороги и обстрел мирных граждан, которые приехали к нам отдыхать. И в те же дни был захвачен и соседний город Сухумом Гагра, и фактически Абхазия оказалась в блокаде. И все это произошло потому, что в ельциновские времена, абсолютно не думая на шаг вперед, было заключено Ташкентское соглашение. И по этому соглашению было передано республикам, которые отсоединились от состава СССР, было передано определенное количество вооружения. И это количество вооружения было достаточно для того, чтобы начать гражданскую войну. Ну, на самом деле, любой шаг такого характера должен обсуждаться очень серьезными аналитиками. Но почему это не было сделано или это специально не было сделано, уже остается догадываться. Но война так или иначе произошла. И для жителей Абхазии есть свой печальный исторический опыт, и он очень сильно в некоторых случаях совпадает и с теми событиями, которые происходят сейчас в юго-восточной Украине. У нас из оккупированной территории пытались вывозить, там город, у нас есть Кварчал, он окружен со всех сторон горами, и ближайшую дорогу, которая подъезжает к нему, грузинские военные формирования заблокировали. Люди не могли выбраться из этого города, но благодаря российским военнослужащим было осуществлено несколько рейсов на вертолете. Они подлетали в Кварчал, забирали местных жителей, женщин и детей, потому что уже не оставалось ни воды, ни медикаментов, и вывозили их оттуда. И один из таких вертолетов был сбит, и, естественно, никого не удалось спасти. Все люди, которые находились
на борту погибли. И когда у вас происходят аналогичные события в Одессе, мы не можем эти вещи воспринимать легко, потому что ну, и есть что помнить, и очень печальные события. Ну, помимо этого, точно так же наш архив, который собирался столетия, это вся историческая память народа, документы, какие-то важные исторические, были сожжены. То есть грузинские военнослужащие окружили архив, подожгли его, начиная с подвала, не давали подъезжать пожарным машинам и ждали до тех пор, этот архив сгорит. Это говорит о том, как много на самом деле значит история, культура и язык, если их хотят уничтожить в первую очередь. Да, действительно, потому что, уничтожив этот архив, они смотрели в далекое будущее, они хотели лишить нас исторической памяти, и дальше, может быть, легче им было бы продвигать какие-то свои идеи. Но на самом деле эта история долгая, потому что буквально за 30, за 40, за 50 лет до этого образовательные процессы на абхазском языке в абхазских школах были прекращены, и вводилось образование на грузинском языке. Это мне рассказывает моя мать, мой дядя. И люди, которые совершенно не понимали этот язык, они вынуждены были учиться этому языку. И, естественно, больших успехов они не достигали, потому что эти языки совершенно разные. Это два разных государства, которые искусственно были объединены в период Сталина и более поздние периоды. Хотя это всегда была отдельная независимая республика. Но, тем не менее, это было. Такова история войны у нас. У вас немножко история другая. И в первую очередь война гражданская у вас началась с того, ну, опять-таки же, я сужу по той информации, которую я получаю и по-своему фильтрую, потому что я прекрасно понимаю, что есть и другие телеканалы. Я вот, находясь здесь, смотрел некоторые украинские телеканалы, и я вижу, как иногда акценты расставляются так, как выгодно. Но я сам работаю в журналистике, я сам прекрасно знаю, как каждое сказанное слово, так как выгодно, оно может за собой тянуть шлейф последующих действий и новостей. И мне, например, не нравится... Что с интервью, с текстом, словом и с кадром, с ними можно работать. Работать, и лепить, но... в общем-то, да. довольно качественные фальсификации. Да, но журналист не думает о том, что он несет огромнейшую ответственность, потому что благодаря таким сюжетам он так или иначе промывает мозги своим зрителям. И подвигает, вернее, увеличивает количество пролитой крови. И рисков, конечно же, потому что вот я смотрел точно так же и зарубежные каналы, и украинские каналы, и точно так же я смотрю российские каналы, и точно так же я связываюсь с друзьями с Украины, которые мне тоже озвучивают свою точку зрения, и я вижу, что все далеко не так, как озвучивается сейчас украинскими каналами. И у нас была возможность несколько лет назад здесь монтировать один фильм, совместный проект у нас был на Украине, мы как раз попали во времена предыдущего вашего Майдана, первого Майдана. И опять-таки же, общаясь с этими людьми тоже, ну, нам, журналистам, интересно все, и поэтому мы выходили общаться с людьми. Я видел, что информация далеко не такая однозначная, как ее озвучивают СМИ. Но опасность в том, что и у нас информационная пропаганда со стороны Грузии шла очень усиленно, и эти люди свято верили в то, что они делают. И у вас информационная программа со стороны официальных властей Украины тоже очень жесткая. Ну, к чему это приводит, мы видим. Увеличиваются радикальные настроения среди молодежи. Они берут дубинки, они берут зажигательные смеси, они идут, думая, что спасают свою родину, но на самом деле они методично ее разваливают. И это очень опасно. Вот это вот патриотизм, псевдопатриотизм и национализм. Где эта грань, как уберечься? Мы здесь это чувствуем, мы здесь это понимаем. Как нам помочь тем, кого мы считаем родными на континенте, на материке? Все, что мы можем, это звонить, писать им, но этого не всегда достаточно, увы. Но вот мы сейчас не будем говорить о том, вот какие шаги могли бы помочь избежать той трагедии, которая случилась в Абхазии. Вы сами сказали, что это должны быть серьезные политологи, аналитики. Вот. Но я хочу спросить, вот сейчас то, что называется непризнанием мировым сообществом, вот даже хочется сказать так называемым мировым сообществом, как оно влияет на ваших соотечественников? Ну, вопрос достаточно актуальный, потому что все послевоенные годы представители международных организаций, они старались
как им казалось, и, может быть, они просто озвучивали это, помогать в различных социальных проектах, сферах и так далее. Но вся эта помощь, она была настолько узконаправленная, но при этом это давало им право находиться у нас в Абхазии. И многие организации на самом деле занимались сбором информации, которая была очень важна для них, потому что нижняя зона Гальского района, приграничного с Грузией, там находились международные наблюдатели постоянно. И также там находились и российские пограничники, миротворческие силы, извините, и наши пограничники. Но когда возникали вооруженные конфликты и так далее и тому подобное, международные наблюдатели делали вид, что не замечают незаконные вооруженные формирования, которые к нам заходили из грузинской стороны. Хотя это была непосредственная зона их наблюдений. И часто возникали случаи, что даже они же и сами погибали на тех же минах, которые устанавливали грузинские партизаны. Даже такие случаи были. Но при этом, помогая нам, они объясняли, что лучше, конечно, если вас признает мировое сообщество. Они нас очень, даже не мягко, а очень настойчиво подталкивали к тому, чтобы, давайте, была война, вступите, вернитесь опять в состав Грузии, у вас будут широчайшие там возможности, хотите автономию, широчайшая автономия у вас будет. Но люди, которые прошли через войну, они прекрасно понимали, что вообще ничего не надо, ни Грузии не надо, ни признания Запада не надо, ни признания Европы не надо. Потому что когда люди понимали, что цена человеческой жизни в период грузино-абхазской войны – это стоимость одного выстрела, и огромное количество людей погибло от бомбежек, использовался и град, и гаубицы, и все виды оружия, которые могли были использованы, они были использованы. И люди просто говорили, не нужно нам этого признания, для нас главное, чтобы у нас не было войны. И у меня была возможность общаться с одним европейцем. Это мы уже в Нагорном Карабахе были и снимали фильм об их конфликте. У них тоже была очень серьезная ситуация. И он объяснял, что у Абхазии нет никаких перспектив, потому что, ты же понимаешь, Давид, мы все равно не будем принципиально вас признавать. И я ему объяснял, что у наших людей уже совершенно другие ценности. Может быть, у Европы какие-то сегодняшние есть ценности, и Европа считает, что Абхазия должна быть в составе Грузии. Почему-то им так кажется. Но есть местное население, у которого есть своя точка зрения на свое будущее. И поэтому мы прекрасно понимаем, что у вас происходит в Восточной Украине, Юго-Восточной Украине. Мне, например, непонятно, почему мнение этих людей не хотят слышать новые власти. Хотя, наоборот, мне понятно. На самом деле понятно. На самом деле все весьма понятно. Но нынешние власти Украины методично разваливают собственное государство. То, что собиралось столетиями и тысячелетиями, нынешние власти просто разваливают. А вот помните то, что Игорь Прокопенко вчера сказал на встрече со зрителями, что сейчас, наверное, живые ветераны вермахта, те, которые остались, пропускают по рюмочке за то, как замечательно строили Украину и Россию. Да, у них это получилось. Потому что за эти десятилетия Европа совершенно переосмыслила свою точку зрения по поводу Великой Отечественной войны. Американские, европейские школьники знают, что победил не Советский Союз, а Америка, Англия и страны там их коалиции. Но я вижу в этом серьезный прокол и со стороны России в том числе. И, наверное, поэтому вот такие фестивали крайне необходимы, чтобы была возможность показывать и на мировой площадке, слава богу, есть интернет, и мы можем так или иначе выливать информацию за пределы России. И желающий человек, если захочет разобраться, он разберется. У меня такое ощущение, что у нас с Украиной два разных интернета. Может быть, вполне возможно, но есть независимые ресурсы, и, слава богу, их еще не блокируют. Вполне возможно, что когда-то информационная политика подойдет к тому, что если вы будете вывешивать информацию из Крыма, то она будет блокироваться на Ютубе и в социальных сетях. Это тоже часть информационной войны, и это тоже может наступить. Вы вернулись с темы фестиваля, вернули меня, спасибо вам за это. Вот вы работаете на частной студии. Вы привезли документальный фильм «Бои на перевалах Абхазии». Фильм большой, серьезный, он некоммерческий по своим задачам. О деньгах и патриотизме в одном предложении не принято говорить. Но я все-таки спрошу, у этого фильма есть спонсор, меценат? Вот востребована эта идея, эта тема, она интересна абхазцам?
Ну, телевидение, к сожалению, бесплатным быть не может. И поэтому много-много лет, больше 10 лет, мы по крупицам собирали деньги на технику, и благодаря этому мы тратили все свои гонорары, деньги из других проектов, занимались рекламой и так далее, потому что телевидение — это очень дорогая игрушка. И вот за эти 10 лет мы сформировали на данный момент времени техническую студию. И у нас есть вся необходимая съемочная, звуковая техника, осветительное оборудование, есть кран, вот в этом году приобрели рельсы, слайдер и так далее. Почему это необходимо? Потому что сегодняшний документальный фильм ты не снимешь просто с камерой и со штативом, потому что требования к документальному фильму сегодня уже совершенно выше. Планка поднялась вплоть до очень многих постановок. То есть в документальном фильме уже существует большое количество постановочных моментов, реконструкции событий и так далее. И поэтому, конечно же, все упирается в деньги. И точно так же всю свою технику мы абсолютно безвозмездно, тоже как свой ресурс, вложили в этот фильм. И потому что не получается современного кино и телевидения без финансовых вкладов. И точно так же уже государственные организации нам тоже помогают в этом. Они видят, что у нас что-то получается, и уже готовы принимать в этом участие. Ну вот давайте посмотрим трейлер фильма и наконец-то поговорим о творчестве, а не о политике и деньгах. Да. У Гитлера были планы. В случае его победы он должен был уничтожить 250 миллионов советских граждан. Нарушив договор о ненападении между Германией и Советским Союзом, германские войска перешли границу Советского Союза. Немецкая первая горнострелковая дивизия «Эдельвейс» была укомплектована альпинистами. Егеря, нас перебрасывают на Кавказ. Наши старшие говорили, когда-то во время Великой Отечественной войны в 1942 году здесь был сбит самолет. И хотя со времен войны прошло уже 70 лет, многие очандарцы и сегодня помнят события того времени. Большую роль в обороне перевалов сыграло и гражданское население Абхазии. Псху, древнейшее абхазское село, насчитывало до 500 дворов. Испокон веков здесь жило воинственное, никому не подвластное племя. По всей линии фронта находим ржавые гильзы, осколки мин и снарядов, обломки касок. 27 августа немцы заняли Псху. Мы ходим по этой земле, мы любуемся красотами, но мы не понимаем, сколько всего было сделано для того, чтобы мы могли спокойно жить. На фронтах Великой Отечественной войны воевало 55 тысяч жителей Абхазии, и среди них 900 женщин. Погибло 17 430 человек. 22 уроженца Абхазии стали героями Советского Союза. Давид, фильм большой, почти час. Вот для вас за время работы над этим фильмом вы его снимали, монтировали. Были откровения? Или для вас вся информация была это известна, доступна? Не вся информация была известна. На самом деле, чем больше мы изучали эту тему, тем больше мы ужасались тому количеству людей, которое погибло на перевалах Абхазии. И скажем, все-таки, что это не сравнимо с линией обороны, допустим, Севастополя или Сталинграда или Москвы. Это были очень труднодоступные места. Это было связано с тем, что выпал снег. Это было связано с тем, что людей, которые отправляли в горы, они не были обучены для, допустим, пересечения горной местности. Они несли очень тяжелое оружие и так далее. Мы эту акцию мы прошли летом с более современным обмундированием, можно сказать, налегке. Но вы не представляете, как нам было тяжело. Потому что там очень высота около 2000 метров. И когда я посмотрела, я представляю. Да, и когда ты долго ходишь, и у тебя начинается одышка, и тебе тяжело ходить, хочется сесть, отдохнуть. А люди воевали. Да, люди воевали, они понимали, что они не имеют права остановиться, и это было равносильно смерти. И вот на таком еще вот небольшом участке, что меня лично удивило, когда мы туда попали, каждые 500 или каждые 700 метров стояли обелиски. На каждой сопке, фактически за каждую горку небольшую, за каждый холмик люди воевали.
огромное количество погибших было там. И вот эта информация, да, для нас была немножко новая, потому что когда ты читаешь сухую информацию из книг, ну, ты ее по-другому воспринимаешь. Когда ты попадаешь в это место, когда ты видишь этот сумасшедший рельеф, когда ты понимаешь, что от речки до речки бешеное расстояние, что выжить там практически невозможно, огонь разжигать нельзя, потому что там летала вражеская авиация. Иногда бывало, что люди просто могли заблудиться, они могли остаться без продовольствия, без медикаментов. И люди сделали все возможное, чтобы отвоевать эти перевалы. Вообще, конечно, если сравнить количество людей, которые погибло со стороны советской армии и той же самой Америки или Англии, просто можно сравнить две эти величины. И тогда, наверное, будет понятно, кто внес основной вклад в победу. Но сейчас история перекраивается, и почему-то другим людям кажется, что победили они. Тот ущерб, который получил Советский Союз в виде людских потерь, либо в виде разрушенных зданий, заводов, предприятий, ни одна страна не получила. Ну вот сейчас о войне снимается немало, но есть ощущение, что эти фильмы все меньше и меньше передают ощущение вот того невероятного кошмара, который пережили миллионы людей, миллионы не пережили. Вот то, о чем вы говорили, это особенно заметно в художественных фильмах, но в документальных это тоже есть. Я так вижу, я так чувствую. Вы согласны, нет? Есть вещи, с которыми я согласен. Но вот смотрите, есть такой сухой материал, как кинохроника. У нас в ходе этого фильма была возможность использовать кинохронику немецкого оператора, который вместе с немцами поднимался на наши перевалы, они захватывали Эдельвейс и так далее. И вы знаете, очень много можно увидеть своими глазами. Допустим, вот немцы хвастаются в том плане, что они поднялись на Эверест, поставили свой флаг. Это психологически. Но он там недолго простоял. Да, он недолго простоял, но психологически дало очень сильную поддержку немецкой армии. Они видели, что вот молодцы. Но на самом деле использовались пленные советские солдаты, которые были в осенней одежде, и они всю черновую работу, все доски, весь стройматериал, всю провизию они поднимали в виде тягловой силы. Понимаете, это очень грубое выражение, конечно, но не немцы просто так взяли и поднялись туда. У них были пленные российские советские солдаты, которых использовали. И по поводу кинохроники. Вчера показывали очень страшный фильм о том, как немцы снимали кадры в концлагерях. Ну, вот не вырежешь ты из этого кадра этого содержания. Ты когда видишь своими глазами, как это все происходило... По-другому трактовать это нельзя. У тебя не получится другой трактовки. Это сухая документалистика. Нельзя закрыть глаза и сказать, чтобы этого не было. У меня вчера вообще было дикое желание всех вот этих вот неонацистов выловить, посадить в зале и заставить смотреть этот фильм. И, может быть, они бы как-то по-другому бы задумались о некоторых вещах. Потому что находится в их голове, я не знаю. Но я знаю, что они создают проблемы вот сегодняшней ситуации Украины. И создают проблемы, в принципе, всему нашему будущему человеческому. Давайте все тогда вот порадуемся все-таки, что фильмы снимаются, что они нужны, что фестивали проводятся. Вы же у нас первый раз? Да, здесь первый раз. Ну, Давид, я надеюсь, что вы первый раз, но не последний. Вынуждена с вами прощаться. Благодарю вас, что нашли время прийти в нашу студию. Я думаю, что нашим зрителям было и важно, и интересно узнать ваш взгляд на сегодняшний день. Спасибо. Спасибо вам.